Согласно совместному докладу, подготовленному правозащитными организациями Международное партнерство по правам человека МППЧ и Туркменская инициатива по правам человека ТИПЧ, власти Туркменистана усилили репрессии в отношении тех, кто активно критикует их в социальных сетях внутри страны или участвует в антиправительственных митингах за рубежом. В докладе приводится, что большинство тех, кто открыто критикует репрессивную политику туркменского режима, являются либо студентами, обучающимися в зарубежных вузах, либо мигрантами и беженцами, живущими за пределами страны. Туркменские власти все больше усиливают давление на этих активистов путем запугивания. Для этого они в большинстве случаев прибегают к задержаниям и допросам их родственников, живущих в Туркменистане. Чем больше активность, тем больше становится давление на родных активиста. Помимо этих средств запугивания, власти также прибегают к помощи властей дружественных им стран. Например, активисты, участвовавшие в антиправительственных акциях в России и Турции, оказались задержаны местными силовиками, а студенты из их числа были запуганы также администрациями своих университетов. Касательно тех активистов, которые находятся внутри страны, осмеливаются критиковать туркменский режим или сотрудничать с оппозиционными силами за рубежом, то на них возбуждаются сфабрикованные уголовные дела. Обращают достаточно большое внимание на то, что называется международным сообществом. Представляя доклад, председатель ТИПЧ Фарид Тухбатуллин заявил, что для перелома ситуации и прекращения преследований им нужна помощь международного сообщества. Против вашего правительства. Так вот, начните следить еще ближе, так как нас больше с каждым разом. Стоит отметить, что международное сообщество уже 30 лет как ищет взаимовыгодные условия сотрудничества с авторитарными режимами стран Центральноазиатского региона, закрывая глаза на преступления, чинимые ими, лишь изредка поднимая вопросы репрессивной политики властей региона, и то только ради оказания политического давления в своих личных целях. Борьба с терроризмом. Не менее важным в плане обеспечения безопасности